Доброе утро, друзья! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурилева. И Максим Гоголев. И вот мы наконец и дожили до пятницы. Отличный день, впереди выходные и наверняка новогодняя суета. Да. Перейдем к датам. 49 лет назад в Москве состоялась премьера того фильма, который у многих ассоциируется с Новым годом. Кинокомедии «Джентльмены удачи», снятые режиссером Александром Серым по совместному сценарию Георгия Даниэлия и Виктории Токаревой. Все мы знаем этот фильм буквально наизусть. Итак, заведующему детсадом Трошкину крупно не повезло. Он оказался, как две капли воды, похож на бандита по кличке Доцент, похитившего уникальный шлем Александра Македонского. Милиция внедряет Трошкина в воровскую среду. Ему ничего не остается, кроме как старательно изображать своего двойника-злодея, пугая всех окружающих. Со временем он настолько блестяще входит в роль, что сам начинает порой приходить в ужас. Между тем, жизни его угрожает опасность. Ну, все мы помним, да, как он играет. Критика картину встретила в штыки, однако у публики она имела огромный успех. Фильм посмотрели 65 миллионов 200 тысяч человек. В советском прокате в 1972 году «Джентльмены удачи» заняли первое место. Ну и, конечно же, в этот день, в 1836 году, родился русский врач, хирург, профессор Николай Склифосовский. Он является автором более 70 ценных работ по хирургии, в том числе военной. Разрабатывал методики хирургического обеззараживания, горячую обработку инструментов и медицинской одежды. Благодаря этому практически полностью были исключены послеоперационные заражения и осложнения. Итак, кто нас смотрит, вы можете по прямому эфиру передать поздравления, либо какой-нибудь привет какой-нибудь задать передать. Вопросы нашим гостям, если Да, вы по успеете. номеру 8 914 279 22 62. Ну и давайте, наверное, прямо сейчас узнаем, какая погода нас ждет. Да. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные Улусы минус 44, минус 45, днем минус 38, минус 39. Заречье минус 43, минус 47, днем минус 38, минус 40, южные Улусы минус 25, минус 33, днем минус 20, минус 28. Вилюйские Улусы минус 37, минус 41, днем минус 23, минус 32. Нижнеленские Улусы минус 40, минус 42, днем минус 36, минус 39. Западные Улусы минус 22, минус 34, днем минус 11, минус 26. Колымо-Индигирские Улусы минус 23, минус 46, минус 27, минус 43 днем. Янские Улусы минус 43, минус 50, днем минус 38, минус 46. Северо-западные Улусы минус 34, минус 39, днем минус 31, минус 33. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха 40 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. Днем ожидается минус 38, минус 40 градусов. Ну что ж, вот такая отличная зимняя якутская погода. Друзья, напоминаем, что НВК «Саха» готовит проект, посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Поэтому мы собираем письма ваших дедов и прадедов и соберем их в очень интересный телевизионный проект. Отправляйте нам письма на нашу электронную почту utro.nvk@mail.ru или приносите прямо в офис на Орджоникидзе 48. Но сейчас, наверное, пришло время гостей, да, Максим? Первая тема – 5-й ежегодный форум новаторства «Future in Here». Да, и у нас 13-14 декабря у нас в Якутске пройдет 5-й ежегодный форум новаторства «Будущее здесь». У нас сегодня в гостях спикеры и организаторы. Да, Степанов Иван Васильевич, директор индустрии будущего, Лазарева Анисия Кузьминична, директор студенческого бизнес-инкубатора Орен СВФО, соорганизатор форума, и наш самый интересный утренний Крис гость. Конкерс, да, архитектор, урбанист, основатель Центра развития архитектуры город Эйндорфхейвен. Доброе утро. Доброе утро. Кейс, на самом деле, прямо с аэропорта к нам приехал, да? Да, кстати говоря. Когда он прилетел? Сегодня, буквально 2 часа тому назад. С корабля на бал, да? С корабля на бал, как говорится. Итак, первые вопросы задаем Ивану. Кто примет участие в этом форуме? Расскажите вообще, что за форум?
Форум проходит с 2015 года, и каждый раз туда приходят разные люди, которые узнают о нашем форуме, о наших темах, которые мы обсуждаем. И это люди прогрессивные, я скажу, да, и люди, которые хотят реализовывать идеи на благо нашей республики. Это люди, которые видят развитие той или иной сферы и области по-новому, поэтому форум новаторства. И в этом году мы посвящаем наш форум, он же юбилейный, и мы вот спустя 5 лет мы хотим увидеть, как мы будем дальше развиваться, какие вот темы стоит дальше реализовывать, ну, проекты реализовывать, да. Вы имеете в виду Якутск, да? Якутск, Жители, скорее всего, жители да? нашей республики будут из разных районов. Горный район, глава администрации, да, Улуса. Будет глава наслега Деринг Черопчинского района. Будут тоже активные жители из разных наслегов, в том числе из первого Жумкона Хангаласского района. То есть мы не ограничиваемся только городом. Это не только вот городские продвинутые ребята пришли и начинают там на какие-то модные темы говорить, да. Но мы будем вообще обо всем, с малого до велика, о будущем и о настоящем. Хорошо, ну давайте вот к кейсу. Каким образом он к нам попал? Такой крупный, скажем, архитектор, да, урбанист. I arrived this morning, 1 hour ago, Я приехал сегодня and час I'm here назад, thanks to my host, благодаря Ivan. Ивану. We met in my city, in Eindhoven, and he was impressed about what happened to us. Мы встретились в его родном городе Эйнховен, и Иван был очень впечатлен работой кейса. Ну, с какой целью, да, с какими идеями вы к нам приехали? So what's your goal here and what ideas do you have? My goal is to inspire your citizens, you, other people, especially also students, to how to go on with their future. Моя цель – это вдохновить студентов и горожан о том, как можно развивать город и каким он может стать в будущем. Все посвящено будущему, да, Максим? Анисия, расскажите о вашем бизнес-инкубаторе для студентов. Мы работаем с проектами, которые приходят к нам на стадии идеи, и мы помогаем проектам дойти до стадии прототипа, выйти на рынок. Далее мы плотно сотрудничаем с технопарком Якутия и с IT-парком Якутск. Далее вот проекты, которые уже дозрели, они могут развиваться и выходить на следующий уровень. Мы принимаем проекты, которые имеют либо инновационное значение, либо социальное значение для города и для республики. Хорошо. С идеями кто к вам подходит? Как это выглядит? Обычный горожанин там или студент? Я знаю, как мне улучшить жизнь, да? И я стучусь к вам и говорю: ребят, у меня вот такая идея, не знаю, что с ней сделать, да? Да, конечно, любой человек может обратиться к нам. У нас просто есть пожелание, чтобы в команде обязательно были студенты. Если у вас нет сейчас в команде студентов, мы можем найти для вас подходящих людей, ребят, да, и прикрепить их к вашему проекту. Цель инкубатора – это обучение, получается, молодых людей, чтобы они набирались опыта и учились. Иван, еще поподробнее расскажите, в какие города или села вы собираетесь посетить вместе с нашим гостем. Ну, КИС будет здесь несколько дней, до понедельника, и у нас в планах посещение микрорайона Кангаласы. Мы с Кангаласами работаем очень давно, и эта часть нашего города является промышленной, и мы хотим как раз показать нашему эксперту Кангаласы и вместе подумать, как же вот опыт Эйнховена перенести сюда, потому что город Эйнховен в 80-х годах испытал тоже такую же, по сути, проблему, как сейчас микрорайон. Там социально-экономический был кризис. Компания Philips уехала. То есть это промышленный городок. И он небольшой, такой же, как Якут, 250 тысяч человек. И мы вместе с ним съездим туда. Вот, ну, может, чуть-чуть дальше, за пределы города, но недалеко. Давайте вернемся тогда в далекие 80-е. Как это было? Расскажите, пожалуйста. How it's been in 80s? Like, can you please tell us? Yeah, we had a mono city, more or less. Philips was the main industry. In the end of the 80s, Philips moved away, empty factories. So we had a big part of the city empty. And that's how I got my job, to create something like you have here. You want to do the same. And now this part, reused factories, loft housing, it's very popular. I call this sexy urbanism. It makes it attractive for young people also to live there. Ну, Эйнховен – это моногород. Главным работодателем была компания Philips и другие индустриальные компании. Когда они уехали, перевели свое производство в Китай, в городе случился кризис, и вот тогда вот пришел Кейс и его коллеги с идеей о том, как трансформировать город, как его изменить, сделать более креативные пространства, строительство различных специальных площадок, лофтов и так далее, что привлекает молодежь. Ну и как он называет это? Он называет это, можно ли говорить? Конечно, Ну, можно. кто понял, тот понял. Is that sexy? Sexy urbanism. Да, сексуальный урбанизм. Привлекательный урбанизм, да.
Так что мы всех привлекаем сегодня на форум новаторства. Старательно. Как голосах такие, короче, мы его ждем. Хорошо, Иван, смотрите, но ведь не только, наверное, архитектуры какой-то касается ваш форум, да? Какие еще направления берете? Вы знаете, у нас еще будет 2 гостя, и сегодня в 7 часов уже, я так понимаю, наша вторая гостья прилетела, Анна Шулина. Она является управляющим директором, партнером РУТЕК, это фонд, и они инвестируют в различные технологические компании. Поэтому мы про технологии, мы про технологические предприниматели, которые улучшают нашу жизнь, да, и мы вместе создаем это будущее. Потом к нам прилетает генеральный директор Свердловской киностудии завтра утром. Он же является главным продюсером документального фильма «Профессии будущего». Очень тоже такая многогранная личность, и он будет рассказывать про креативные индустрии, также про профессии будущего. И мы вместе все втроем с гостями, с нашими экспертами, спикерами из мэрии города Якутска, Минэкономики республики, из управления архитектурой и других организаций, там технопарков, венчурных компаний, многих других по списку мы можем не заканчивать. Мы вместе будем на этом форуме обсуждать наше будущее. И всех мы хотим тоже простых граждан, ребят, студентов, школьников, там, родителей, которые тоже думают о будущем своих детей и города, республики, прийти к нам. Хорошо, а как можно попасть тогда? Поучаствовать или, может быть, какой-то канал в Ютубе посмотреть? Значит, все знают про проспект Ленина 1. Это самый такой современный кластер. Сегодняшний много там организаций. Там находится точка кипения Якутск. Проспект Ленина 1, 2-й этаж. Туда приходим в течение дня с 10 до 6 до 7. И мы там разноформатные мероприятия проводим. Вот. Можно прийти туда так просто посетить, либо там в интернете посмотреть, ввести название форума и узнать больше о нашем форуме. Там И хотелось бы информация. узнать, на ваш взгляд, какой человек будущего? Ох, человек будущего, Раз да? уж так комплексно подходите. Конечно, мы смотрим различные варианты, сценарии развития вообще человека, от прям вот технологического до такого более социального. Конечно, он должен быть человека таким, добрым, человекоориентированным, не так, что вот роботы и технологии, да. Конечно, возможно, наши девайсы, смартфоны, они кажутся, как бы... Отстраняют друг от друга, да? Я немного про другое. Вот если прям Делает человека киберпанк бесчеловечным, смотреть, да, можно сказать. да, да. И, конечно, очень важно, чтобы человек был открыт миру, имел доверие и высокий уровень осознанности. Это очень важно для будущего. Вот. И в век технологий, сейчас, это будет еще сильнее проникать в нашу жизнь, человек, он должен, оставаться Нельзя потерять, человеком. да, нельзя потерять свою человечность. Да, и нужно прям все время развивать себя, свои навыки, знания и быть, таким продвинутым Наверное, человеком. мне вот прям Давайте хочется еще этот же вопрос Кейзу задать. Человек будущего, какой он? How you see the person of the future? What I see in my city is that students are my tutors, are my professors. I love to work with students. I run a program called City as a Laboratory. So we could put questions together with students to solve them for them, because they have some ideas about the future. And if you listen to them, you get to learn about some new issues for the future. And I guess it's also important for your city, the same, to learn from the fact that you have so many students and universities in your city. Анисия? Я отношусь к студентам как к своим ученикам. Я считаю, что они есть будущее. В нашем городе существует лаборатория, город как лаборатория, такой проект, где мы работаем над реализацией вот именно проектов будущего. Я считаю, что то, что в вашем городе есть много университетов и школ, это отлично, потому что молодые люди могут учиться и развиваться, и как бы развивать город вместе. Слушайте, тогда такой следующий вопрос, да, Кейзу уже тоже. А как поступать с маленькими уникальными городами? Стоит ли менять полностью облик, архитектуру, подход, или надо как-то по-другому развивать? So what should we do with small towns? Should we change the appearance of the town, or should we keep it original? Again, in my city, we kept the original villages that were surrounded the same. So they will keep the same, but we transformed the spaces in between. The empty factories, they got this new identity to our city. So I guess what you're aiming for, the satellite city, could also change the identity of the whole city. So keep the villages like the villages are. Нужно оставлять города такими, какими они есть. Наш город тоже окружен маленькими традиционными деревушками. Мы оставили их такими, какими они есть. Мы просто поменяли территории, которые находятся между деревней и между городом. Вот заброшенные индустриальные помещения, заводы и так далее, мы превратили их в креативное пространство. То же самое можно применить здесь, в Якутске, вот так, как говорил Иван Кангаласов.
Да, Ну мы что ж, тоже, это да. замечательные перспективы. Я надеюсь, что вместе у вас получится родить на этом брейнсторминге отличные идеи, и буквально мы их увидим в ближайшие года реализованными. Большое спасибо вам, хороших, Спасибо, что насыщенных, подошли. плодотворных дней, и я думаю, что мы еще не раз о вас услышим. Да, ну, спасибо большое. Спасибо. Фабрике Сардана исполнилось 50 лет, и этот юбилей они отметили в стенах Саха-академического театра имени Платона Алексеевича Аюнского. А главными гостями, конечно же, были ветераны фабрики. В далеком 1969 году, 1 декабря, был издан и подписан приказ первого директора Студенцова Всеволода Ивановича. Вот с этого момента и начинается история фабрики Сардана. Сейчас это уверенно стоящая на ногах фабрика, отвечающая всем стандартам качества. Коллектив очень сплочен, и надо отметить, что работают в ауре дружества, единства и гармонии. 50 лет – это золотой юбилей нашего предприятия. Дорогие наши ветераны, работники акционерной фирмы художественных промыслов Сардана, всех вас я от своего имени, от имени управления, от имени акционеров поздравляю с этим замечательным днем. На свой юбилей руководство фабрики Сардана устроило грандиозный вечер в стенах Саха-академического театра имени Платона Алексеевича Аюнского, где особыми гостями были ветераны фабрики, которых поздравили и поблагодарили за неоценимый труд. Начиналось это очень интересно. Я просто зашла, и мне там понравилось. Я зашла в отдел кадров, спросила, можно устроиться. Мне сказали, можно. Взяли меня ученицей. Я работала на отходах, собирала из андаторовых брюшек полушубки. Ну и так, с этого все началось. Потом начала уже с более серьезным мехом работать. Ну и доработалась до соболей. Я желаю всем здоровья, процветания, чтобы фабрика цвела. Вот не могла я не приехать на такой юбилей. Это же частичка моей семьи. Одним из ключевых факторов успешной работы является, безусловно, благоприятная обстановка в коллективе и профессиональный подход к делу, что делает каждого сотрудника ключевым звеном фабрики Сардана. Ой, наш цех очень, женский коллектив у нас, да, мы очень дружные, коллектив очень хороший. То, что делается с любовью, чувствуется сразу, и этому подтверждение благодарные покупатели. Сардана, да. Здесь я раньше тоже купила унты, да. Хорошие унты здесь. Они вечные и долго носятся, и красивые. Они хорошо, вообще качество хорошее, поэтому. Надо отметить, что географическая карта потребителя перешла далеко за территорию республики, так как каждая продукция делается с усердием и с любовью для покупателя. Максим Гоголев, Илья Жараев, Александр Жуков. Новый день. Работы, конечно же, хватает, но иногда соискатель не может найти то место, которое ему будет и по душе, и по потребностям. В таких случаях на помощь приходит Центр занятости. Он подбирает варианты, состыковывает с работодателем, устраивает, организовывает, на самом деле, собеседование. Если у вас есть какие-то сложности с поиском работы, сразу отправляйтесь на биржу труда, у вас все получится. Биржа труда, помимо оказания помощи в поиске работы, выполняет немало функций. Изучает спрос и предложение рабочей силы на рынке труда, предоставляют соискателям рабочих мест необходимую информацию о профессиях, которые требуются предприятиям, принимают активное участие в профессиональной ориентации молодежи, осуществляет учет безработных граждан, производит выплату пособия по безработице или стипендии в период обучения. Если гражданин в установленном законом порядке будет признан безработным, ему выплачивается пособие по безработице или стипендия в период обучения в отделениях Центра занятости населения. Для безработных граждан имеется дополнительная возможность получения субсидий для открытия собственного дела. Для этого нужно пройти собеседование и тестирование, а также предоставить бизнес-план. Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве безработного, необходимо в часы приема прийти в Центр занятости населения, написать заявление и предоставить необходимые документы.
Если гражданин впервые ищет работу, то в этом случае ему достаточно предоставить паспорт и документ об образовании. Если же гражданин уже работал, но был уволен, то в этом случае список необходимых документов расширяется. Паспорт, трудовая книжка, диплом об образовании, документы о квалификации, об ученой степени и звании, справка о средней заработной плате за последние 3 месяца по последнему месту работы, ИНН, страховое свидетельство. Встать на учет на бирже труда имеют право граждане с 16 лет, трудоспособные, но не имеющие работы и не получающие заработной платы. Зарегистрированный соискатель работы должен посещать центр занятости 2 раза в месяц в определенную инспектором дату и время. Это делается для того, чтобы ему на регулярной основе могли предложить свободные вакансии, которые отвечают профессиональной подготовке. Если гражданин имеет редкую специальность, либо его квалификация недостаточна для предлагаемых вакансий, могут направить такого безработного гражданина на обучение. После успешного прохождения обучения и сдачи квалификационного экзамена на руки соискателю выдается документ, подтверждающий квалификацию соискателя. Ну что ж, друзья, мы продолжаем. У нас следующая партия интересных гостей. А вы знаете, что в нашем городе, в Якутске, есть замечательное детское движение юных горожанин. И сегодня они пришли к нам рассказать о своих делах. У нас Мария Мачитова, председатель Якутского городского детского движения юных горожанин. И, собственно... Диана Яковлева, ученица 9 класса из 23-й школы, член Совета «Юный горожанин». И Константин Хлопков, ученик 10 класса 29-й школы, также член Совета юных горожан. Доброе утро. Доброе утро. Как у вас настроение? Я смотрю, проснувшиеся, бодрые. Ну, Мария, расскажите, что это за такое движение? Чем занимаетесь? Якутское городское детское общественное движение «Юный горожанин» – это детское объединение, которое объединяет каждый детское объединение наших школ городского округа, город Якутск. Мы создаем условия для формирования детских инициатив. То есть, получается, в каждой школе есть какой-то костяк активистов. Да. И они все входят в вот это общегородское движение, «Юный да? горожанин». Хорошо, а какими вопросами занимаются? У нас есть 4 направления Российского движения школьников. Мы являемся муниципальным опорным центром Российского движения школьников. 4 направления – это гражданская активность, личностное развитие, военно-патриотическое и информационно-медийное. И расскажите, Константин, как вы туда попали, с какими идеями? Я попал туда со школы, меня отправили туда со школы. То есть я пришел на первое собрание и узнал о таком детском движении впервые. То есть я ни о чем не знал. В этом году? Да, в этом году. Я пришел и сразу загорелся желанием работать в этой сфере. И какие вопросы тебя больше всего волнуют? Интересует это из Какими этих ты 4 занимаешься? направлений, да. Меня больше интересует именно личностное развитие, потому что сейчас подростки не знают, например, куда поступать или кем становиться в будущем. Из-за этого лучше развивать личностное развитие, чтобы они увидели в себе особенную личность, и это показало им следующий путь жизни. Ну хорошо, Как здорово, Костя, а это как это можно сделать? Помимо профориентации, которая, в принципе, уже сейчас всем знакома, слава богу, вот ты вот уже решил, кем будешь? Да, я уже решил. Кем? Буду информатиком. Да? Да. Вы очень разговорчивый информатик, это здорово. Но помимо здорово. профориентации, каких-то, может быть, подготовительных работ к своему Как студенчеству. определиться, да, вот, Да. кем ты хочешь стать? То есть есть такие мероприятия, которые позволяют посмотреть на какую-либо работу. То есть, например, какие-либо мероприятия, связанные с разными компаниями, которые предоставляют работу. Ну, я могу Можно, сказать- наверное, туда сходить на экскурсию элементарно, Можно. да? Кстати, да, экскурсии тоже один из вариантов. Например, мы собирались пойти в городскую мэрию на экскурсию. Ну, это нужно организовать. Хорошо, Диана, ну а ты Диана. как влилась в движение? Меня тоже отправили со школы. Я являюсь членом своего детского педагогического отряда «Звезда». И они меня отправили на первое собрание нашего юного горожанина. Ну, педагогическое движение ваше чем занимается? Мы организовываем мероприятия в нашей школе. Именно в нашей школе участвуем в разных фестивалях, в республиканских, городских, в конкурсах. Ну и занимаемся самореализацией. Костяк школы, да? Мария, у меня вот такой вопрос. Вы отбираете своих подопечных, либо это идет
Ну, вот как Вам хотят, так и попадает попадают. каждый желающий или идет У нас конкурсный отбор? в Совете, получается, 29 октября у нас прошла учредительная конференция, куда в Совета избрали 433 школьника, которые пришли на нашу учредительную конференцию. Ребят, получается, представители со школ. Также туда еще в наш детский совет вошла Сардана Владимировна Аксентьева. Помимо этого у нас есть еще актив для всех желающих, которые хотят с нами быть такими же активными, общительными и целеустремленными. Можно прийти к нам во дворец детства, в детский коворкинг центр «Параллель 62», который является нашим, можно сказать, штаб-квартирой нашего детского движения. Также проходят различные мероприятия. Кстати, про параллель, да, она совсем недавно открылась. Да, вот 29-го состоялся. И какие уже продвижения есть? Расскажите. Так, ну там проходит очень много мероприятий, проходили различные квесты и игры, которые знакомили с направлениями юного горожанина, проходили встречи с интересными людьми, с предпринимателями, игры, конкурсы. И вот 29-го, получается, у нас пройдет городская детская ярмарка, новогодняя ярмарка, где каждый желающий ребенок, обучающийся дополнительное образование, может продать свои поделки. Ох ты, хендмейд-ярмарка, да. это отличная идея. Кстати, я принесла афишу. Давайте я покажу. Да. Ребята из Совета юных горожанин сшили из фетра сувениры, но мы их, получается, не себе оставим на средства, а уйдут на благотворительность. Мы приобретем сухой корм для живого уголка Дворца детского творчества. Благое дело. 29-го с 11 до 13, да, получается? Да, приглашаем всех купить новогодние Хорошо. сувениры. Мария, замечательное движение, вы очень активные с ребятами. Но вообще, как изначально эта идея родилась? Всех объединить, собрать? Юный горожанин на самом деле давно существует. Просто 29 октября у нас произошел такой апгрейд. Мы обновили состав, изменили чуть-чуть концепцию, логотип нашего детского движения. Само юный горожанин уже давно существует, более, примерно где-то 20 лет. А какие планы на следующий год у вас? Наверное, Раз уж очень мы много. говорим про конец года, да, Да. вы наверняка тоже подвели какие-то свои промежуточные итоги и помечтали о будущем. У нас ребята были сами модераторами на республиканском форуме «Наше десятилетие», где был мозговой штурм, что необходимо для развития детского движения в республике. И на основании него мы сделали нашу программу. У нас пройдут различные марафоны, акции, посвященные 70-летию годовщине победы над Великой Отечественной войне. Пройдет акция «Гостеприимная школа», где каждая школа сходит к себе друг к другу в гости, познакомится. Посмотрит, обменяется, да, обменяется опытом. Мы планируем сделать школу волонтеров, где ребят будем учить писать социальные проекты. Кстати, мы подали документы на регистрацию в Минюс, чтобы стать юридическим лицом и участвовать в различных конкурсах на гранты и субсидии. Это Как здорово. здорово, это очень сейчас... Диана, расскажи еще раз о себе, как ты туда попала, да? Вообще, как услышала об этом? И какие идеи, какое На будущее будущий ты год там что видишь? планируешь? Мне понравилось то, что можно развиваться самой. Самореализация сейчас очень в тренде, можно сказать. Многие школьники читают много, чтобы также себя самореализовывать. И я попала просто, чтобы набраться опыта для своего Опыт будущего. общественной работы, да? Мне интересна эта тема как волонтерство, вожатство и такое. Хорошо. Коротенько, кем планируешь стать? Общественным деятелем? Ну да. Ну что ж, Мария, ребята, Да, большое спасибо. большое, что подошли. Я Очень надеюсь, что да, у вас все будет хорошее получаться, движение. и мы еще не раз о вас услышим, о ваших победах. Спасибо. Ну а мы, друзья, не прощаемся, мы прерываемся, Максим. На коротенький перерыв. И после этого мы поговорим с нашими гостями и расскажем вам о том, что ждет на выходных в кинотеатрах. Не переключайтесь. Доброе утро, друзья! Вы смотрите программу «Новый день». Сегодня пятница, 13 декабря. Да, и у нас сообщение, поздравление по WhatsApp пришло. Давайте прочитаем.
Дорогого нашего брата, жителя города Вилюйска, Яковлева Андрея Анатольевича, сердечно поздравляем с исполнением 55 лет с 14 декабря. Искренне желаем творческих успехов в журналистической деятельности, крепкого здоровья, большого человеческого счастья. С наилучшими пожеланиями родные братья, сестры из Санкт-Петербурга, Сунтара, Якутска и Вилюйска. Вот такой дружный коллектив родственников поздравляет, видимо, нашего коллегу, да? Да. Друзья, ну а я думаю, что сейчас пришло самое время узнать, какие новости у нас на сегодняшний день есть. Давайте посмотрим. Это «Утро на Якутия-24». Мы с коллегами расскажем о самых заметных событиях к началу дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Материнский капитал разрешат направлять на покупку жилья через эскроу-счета. Соответствующий документ разработали в Минстрое России согласно новому нормативному акту. Средства или часть средств материнского семейного капитала могут быть направлены на счет эскроу бенефициаром, по которому является лицо, осуществляющее отчуждение или строительство приобретаемого строящегося жилого помещения. Напомню, что в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий норму о переводе средств материнского капитала на счета эскроу для приобретения жилья и направленном также на защиту прав дольщиков при банкротстве застройщика. На горячую линию программы «Дальневосточная ипотека» за первые 2 дня по выдаче льготных кредитов поступило более 2600 обращений. Около половины всех вопросов касаются именно уточнения условий программы и адресов банков, где предоставляются льготные кредиты. Треть от всех звонков приходится на уточнение критериев в категории молодых семей. Остальные – условия привлечения средств для строительства и возможности рефинансирования уже имеющихся кредитов. Напомню, что ипотека по 2% годовых предоставляется на срок до 20 лет. Первоначальный взнос 20%. Получателями дальневосточной ипотеки могут стать молодые семьи, а также получатели земли по программе «Дальневосточный гектар». Кредит можно взять на приобретение квартиры на первичном рынке в городах Дальнего Востока, а также на вторичном рынке в сельской местности Дальневосточного округа. Кроме того, можно привлечь средства на строительство дома, как для получателей земли по программе «Дальневосточный гектар», так и получателям кредитов категории «Молодые семьи». Новые условия расчета тарифа на воду вступили в силу накануне. Регионы получили право принимать решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного тарифа на горячее водоснабжение в закрытой системе. Документ предусматривает, что в случае принятия решения о применении однокомпонентного тарифа он устанавливается в расчете на 1 кубический метр воды. И указанный однокомпонентный тариф включает в себя стоимость холодной воды и расходы на ее подогрев. Имя нового директора Национального художественного музея Якутии объявят 25 декабря. Всего на эту вакансию подали заявки 17 человек, из них в следующий заочный этап, который будет длиться несколько недель, отобрали 11. Участники из других регионов выступили по электронным видам связи. Комиссия во главе с председателем правительства Владимиром Солодовым задала соответствующие вопросы по программам развития музея. Нам очень важно, что замещение этих должностей ключевых управленческих становится открытым процессом. Любой желающий, соответствующий квалификационных требованиям, мог подать заявку на участие. Мы планируем эту практику расширять. То есть новые должности, в том числе вот мы начали с должностей управленческих в сфере культуры, руководитель Государственного театра оперы и балета, руководитель Национального художественного музея. Дальше планируем и руководителей органов государственной власти тоже подбирать через такой механизм. В честь Дня Конституции России 15 студентов-юристов написали научные эссе в конкурсе, организованном Конституционным судом Якутии. В финал из них пройдут только 10 работ. Победители наградят сертификатами об участии и призами, а далее участники смогут стать спикерами в молодежном совете при суде. Региональный Конституционный суд не первый раз проводит такие конкурсы, как отметил его председатель Александр Кимкимен. Цитата: «Повышение правовых знаний у молодежи, реализация студенческих прав – это важная часть работы суда».
конечно же, поступили очень хорошие, интересные работы, и я должен отметить, что конкуренция очень высокая. И для нас, как членов жюри, предстоит большая работа для того, чтобы осмыслить все это, да, и посмотреть с точки зрения объективности, чтобы те работы, которые являются наилучшими, они были бы отмечены. И причем мы это будем отмечать в рамках уже непосредственно пленарного заседания съезда юристов, где в торжественной обстановке им будут вручены дипломы. Не переключайтесь, впереди вас ждет еще много интересной информации. Тема «Новогодняя акция в ожидании чуда». Да? Новый год совсем уже близко. Чудо ждут не только родители, взрослые, но и дети. Благотворительные фонды «Харысхал» и «Аура» запустили новогоднюю акцию в ожидании чуда. Как поблагодарить чудом детям, нам расскажут Ольга Захарова, директор фонда «Харысхал», Айнара Сокольникова, координатор благотворительных акций «Харысхал». Ну, давайте Доброе сейчас утро. посмотрим видео, да? Прокомментируйте, что это, кто это, что происходит сейчас. Это у нас такая небольшая акция, да, что, то есть мы проводим информирование жителей о том, что у нас стартовала новогодняя акция. Пригласили аниматоров, которые фотографировались с горожанами, они получали буклеты о том, как можно... Бесплатные обнимашки, да, я вижу? Да, бесплатные обнимашки, чтобы люди получили... Зарядились настроением, да, заряд энергии положительный. И, собственно, более подробно узнали об акции. Ольга, расскажите, в общем, в чем заключается акция? Да, и кто принимает в ней участие? Акция, получается, у нас в ожидании чуда для наших детей, которые именно находятся на домашнем обучении. И дети, которые более не очень, не социализированы, получается, да. А в нашей акции принимает участие Республиканское общество инвалидов, Общественная палата Республики Саха-Якутия и города Якутска, Лига женщин и Общероссийский народный фронт. Ну в чем вот особенность ребятишек, которые находятся на домашнем обучении? Почему акция ориентирована именно на них? Ну потому что они не социализированы, получается, у них нет возможности выходить из дома каждый раз, да, по праздникам, там, каким-то новогодним мероприятиям. И, конечно же, как они дети, ожидают чуда. И мы хотим, чтобы вот в дом пришло чудо. К сожалению, всех вытащить не можем, но вот стараемся. Действительно, да, бывает такое, ты ходишь по улице и чувствуешь уже какое-то настроение новогоднее, да? Да, кто-то, наверное, дома сидит, у них скучает. такого нет. Да. Вот для них, вот таких детей, и не только детей, вообще для родителей таких детей, да, очень важно именно внимание и поддержка. Естественно, да. Айнара, скажите, какие подарки вы принимаете и куда можно обратиться, и где передать вообще? Ну, так как, допустим, мы не медицинское учреждение, и непосредственно наши подарки не отправляются в медицинское учреждение, поэтому мы принимаем подарки любые, да. Если в медицинские учреждения нельзя, там, мягкие игрушки, которые там пыль собирают, хорошие, да, такие серьезные мелкие какие-то, то есть здесь уже на полет фантазии наших горожан, то есть они могут подарить совершенно любой подарок, но он должен быть, конечно же, новый, да, допустим, новая мягкая игрушка, может быть, какая-то машинка, или можно... Сладости, конечно же, Дедушка Мороз. Сладости, да, это самая наша прямо, наверное, мечта каждого ребенка. И также, допустим, горожане, они могут оказать помощь финансово. И непосредственно с оказанных, получается, средств финансовых мы уже сами купим только сладкие подарки. И вот их, получается, будем и дарить, собственно, детям. Хорошо, то есть, получается, я могу зайти в магазин по своему бюджету, выйти, выбрать что-то подходящее. Куда мне это принести? Нужно ли упаковывать? Нужно ли подписывать от Деда Мороза? Или это уже вы все сделаете? Можно. Это вот настолько творческий процесс, то есть, да? На усмотрение, да? Да, то есть мы можем стать Дедом Морозами, Снегурочками, мы можем подготовить записочку, написать, да, мы, не знаю, мне кажется, это будет настолько трогательно для самого человека, который это будет делать. Поэтому полностью здесь нет никаких либо ограничений, большой полет фантазии дается нашим горожанам. Дополню, да, единственное, что надо учитывать особенности наших детей, и желательно не такие мелкие, да, моторики, а именно более вот такие. Ну, есть сложности у ребятишек, да, вот с мелкими. Да, с мелкими. Подарки можно принести к нам в офис. Где? Мы находимся на Курашова, 24, дом профсоюза бывший, нынешний. Общественный центр.
в общественном центре. Это 403 кабинет. У нас там девушка... Завал уже новогодних подарков. Да, я да, надеюсь. да. И это очень радует, да, что есть. И еще хотели бы отметить тот момент, да, что у нас, ну, наверное, будет около 100 детей. Именно на домашнем обучении, да, получается? И поэтому нам нужны добровольцы, Снегурочки, Деда Морозы. Можно даже вот Подключайтесь. этим Да, помочь, да? помочь. То есть не одеться. обязательно быть профессиональной Снегурочкой или Дедом Морозом, просто иметь большое желание прийти, своими глазами это увидеть, прочувствовать всю эту атмосферу. Поэтому, если вдруг кто-то желает присоединиться и таким образом, то мы будем тоже с радостью. Ну вот как меняется настроение, расскажите немножко. Как меняется настроение у тех, кто дарит, и у тех, кто получает? И у тех, в ожидании чуда, конечно же, получается то, что вот именно те люди, которые дарят, у них делается перед Новым годом какое-то открытие, Особенный какой-то подъем, да? особенный подъем. Это вот сделали чудо, чувствуют себя как эти волшебники. А дети, конечно, это поддержка, это, конечно же, чудо. Просто теплое да, ощущение. и теплое да, какие-то? ощущение. Вот сейчас мы видим на экране как раз ваш промо-ролик с вашей странички в Инстаграме. Как раз-таки вот про эту акцию. Так что, дорогие телезрители, вы можете зайти в аккаунт фонда Харысхал, еще раз посмотреть под этим роликом всю нужную информацию, подумать, что вы хотите подарить, когда вы хотите это принести в фонд. Ну и, возможно, вы просто захотите побыть Снегурочкой или Дедом Морозом, чтобы порадовать детей. Хорошо, Ольга. Ну, а вообще вот такие социальные инициативы, общественные инициативы, да, вот, скажем так, акции, как они меняют сознание людей в нашем обществе? Общество начинает более становиться открытым и добрым, и, конечно, толерантным к нашим детям, к нашим людям с особенностями, да, в развитии. И мне кажется, акции такие нужны для тех, кто, сказать, информационно неграмотен, да? Чтобы узнать, есть такие люди, у них есть вот такие особенности, и они среди нас, и они имеют право жить и радоваться, И они и просто быть нуждаются счастливыми. в нашей дружеской поддержке, и Да, и ничего в в конце- этом нет особенного. В конце хотелось бы услышать от вас какое-нибудь поздравление. Да, или приветы, или вашим воспитанникам, вашим коллегам. Наверное, мы бы хотели передать большой благодарность и привет горожанам, которые примут участие в новогодней акции, не только в нашей, а вообще по республике сейчас очень много акций, и поэтому мы рады, что жители активно идут, поддерживают, принимают участие в акциях. Спасибо вам большое, что хотите сделать наш мир лучше и добрее. Замечательные Спасибо слова. большое. Ну, надо всем присоединиться, наверное, чтобы создать настоящее А мы новогоднее переходим настроение. на перерыв. Не переключайтесь. Друзья, вы смотрите программу «Новый день». Сегодня пятница. И, наверное, Максим, давай повторим информацию Да. про погоду. Как-то Узнаем, холодно какая немножко. погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные улусы минус 44, минус 45, днем минус 38, минус 39. Заречье минус 43, минус 47, днем минус 38, минус 40. Южные улусы минус 25, минус 33, днем минус 20, минус 28. Вилюйские улусы минус 37, минус 41, днем минус 23, минус 32. Нижнеленские улусы минус 40, минус 42, днем минус 36, минус 39. Западные улусы минус 22, минус 34, днем минус 11, минус 26. Колыма-Индигирские улусы минус 23, минус 46, минус 27, минус 43 днем. Янские улусы минус 43, минус 50 и минус 38, минус 46 также днем. Северо-западные улусы минус 34, минус 39 утром. И днем ожидается минус 31, минус 33 градуса. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха 40 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. Днем ожидается минус 38, минус 40 градусов. Ну что ж, ничего удивительного, декабрь в Якутии он такой. Друзья, одевайтесь потеплее, готовьтесь к Новому году, закупайте продукты, подарки и вот также такие подарки, да. сувениры для ваших близких, друзей, родных. Да, это сувениры Харысхала с пожеланием здоровья, удачи и других благ. И на розыгрыше можете выиграть просто замечательные призы. Самый большой приз – Hyundai Solaris.
цвета. Покупаете вот эти магнитики, дарите своим близким, а сами участвуете в розыгрыше. Да. Кызыл-сыр – это сердце, газовое сердце нашей республики. Отрадно, что в газовой отрасли работают наши местные кадры. Семья Сметаниных после обучения в университете поехали туда работать. И к ним в гости съездила Наталья Колесова, наша коллега. Давайте посмотрим. Молодая семья Сметаниных в поселке Кызыл-сыр проживают с 2013 года. Супруги оба работают в промышленной компании по добыче и транспортировке газа. Вдвоем окончили Томский политехнический университет. Больше как бы технарь. Мне лучше поддаются эти технические науки. Из этого как бы у меня выбор был как бы не маленький. Или идти нефтегазовое дело, или как бы горное дело. Ну, в то время, насколько я знаю, когда мы оканчивали школу, у нас по линии департамента подготовки и расстановки кадров очень хорошо работало. Ну и сейчас работает. Вот туда вот в дворце детства, когда мы школу закончили, подавали документы, ну и там уже стояли, выбирали, куда подавать. Ну, я почему-то не знаю, но Томский политехнический университет сразу первый туда пошел, сдал. Все, сказали, поступи. Ну, видимо, судьба у меня такая, встретить мужа в Томском политехе. После окончания вуза молодая семья, долго не думая, решили приехать в поселок Кызыл-сыр. Сейчас Мария работает инженером-экономистом, Илья – главный инженер. После вуза у нас не было крыши своей над головой. И, конечно же, мы с удовольствием поэтому приехали в этот поселок. Единственное, вот самое заманчивое предложение было, что и жилье благоустроенное, и соседи вот все тоже молодые специалисты. Семья воспитывает сына и дочку. Леночка в этом году пошла в 1 класс, занимается в музыкальной школе. А сын Леня – воспитанник детского сада. Мамины ручки тепло, мамины глазки светло, мамина каска не, мамины мысли со мной, мамин поклон мой дневной. По словам Марии, они не жалеют, что живут и работают в поселке Кызыл-сыр. Здесь им очень нравится природа. Любят всей семьей ходить по ягоды и грибы. Кызыл-сыр такое место с такой богатой природой. Тут и летом малина растет, и все мы с семьей у нас, как и все по традиции, мы все сами собираем: бруснику, смородину, грибы. Поселок Кызыл-сыр – центр газодобывающей отрасли нашей республики. Приоритетными направлениями экономики являются газовая промышленность, переработка и транспортировка газа. Кызыл-сыр – поселок городского типа. Был создан в 1960 году как поселок геологов. На сегодня здесь проживает более 3000 человек. Как отмечают сами кызыл-сырцы, уходящий год – это новый этап в развитии поселка. Одним из достижений стало строительство многоквартирных домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Наталья Колесова, Андрей Рукавишников. Новый день. Его работы представлены в Эрмитаже, Третьяковской галерее и даже Лувре. Скажу больше, его работы мечтает иметь в своих запасниках каждый музей мира. И это неудивительно, ведь до сих пор его считают одним из самых выдающихся импрессионистов в истории. Человек, живописец, которому удавалось буквально все, за что бы он ни брался. Константин Коровин в нашей постоянной рубрике «Музей-музей». Константин Алексеевич Коровин – русский живописец, театральный художник, педагог и писатель. Он учился у Саврасова, у Поленова, и вот от них он перенял эту любовь к русской природе. Бывая в Париже, он перенял импрессионизм и заинтересовался им. И это произведение «Букет», оно написано в этой манере. Он очень любил собирать цветы, увлекался коллекционированием, собирал вазы, резьбу, какие-то интересные вещи. И
очень увлекался цветами. Он их сам собирал, он для них подбирал вазочки. И он считал, что для каждого букета должен быть свой сосуд, чтобы все это было гармонично и все звучало как музыка. Этот букет, если мы посмотрим на него, да, вроде такой незатейливый, вот в этой стеклянной баночке, но он такой яркий, и он передает характер художника. Веселый, артистичный. И вот такая вся поверхность очень вибрирующая, очень яркая. Такими крупными мазками написано, разбросанными, какие-то пятна, зигзаги, но не такие мажорные, поднимающие настроение. Он был прекрасным колористом. И вот хочется стоять у этой картины и наслаждаться. В этом весь Константин Коровин. Ну, то, что он был еще и литератором прекрасным. Кстати, в 70 лет он потерял зрение, и его мемуары и рассказы записывали. И Федор Шаляпин был просто поражен. Он говорил: откуда, Константин, в тебе еще и дар писателя? Откуда в тебе это и живопись, и литература? И сам Коровин говорил, вот его такое мировоззрение было, он говорил: много кушайте, веселитесь, будьте здоровы, пишите, но все только для искусства. И никогда не забывайте веру, надежду и любовь. И только она помогает в лишениях. И если одну из них потерял, то ты погиб. Далее наша постоянная рубрика «Киноафиша». Скромный список крупных премьер возглавил приключенческий экшен «Джуманджи. Новый уровень» с Дуэйном Скалой Джонсоном. Конкурентов у сиквела комедийного боевика не будет, но компанию составит отечественная комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Давайте посмотрим. Предлагаем вашему вниманию киноновинки этой недели, которые можно посмотреть в кинотеатре «Лена» уже сегодня. Ну же, спускаюсь! Деда Эдди, привет! Перезапуск оригинального фильма «Джуманджи» состоялся в 2017 году. Тогда на экраны вышла картина «Джуманджи. Зов джунглей», получившая отличные оценки критиков. Теперь сняли продолжение, насыщенное столь же яркими спецэффектами и неугомонными героями. Проходят годы, и дикая игра под названием «Джуманджи» вновь возвращается. Я так не выглядел с тех пор, как... Никогда. Ты никогда так не выглядел. Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила изменились, так что все идет наперекосяк. Чтобы выжить, друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры. От засушливой пустыни до заснеженных гор. Отвратительно водишь. Да что ты говоришь? Я буквально в прошлом месяце пересдал на права. Опять. Джуманджи. Новый уровень. Что произошло? Да, я вернулась! Как же скучала! О, божечки, привет, народ! Беттани? Ура! Мы вернулись в Джуманджи! Так, Рыбкина, а что ты тут делаешь, интересно? У меня рабочий день закончен, я отдыхаю. Владимир Сергеевич, Барвихи налопала. «Ни один, ни дома», гласит слоган картины. Полицейский с Рублевки, похоже, превращается в регулярную отечественную новогоднюю комедию. Действие вновь разворачивается в любимый зимний праздник. Сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в теплой компании старых друзей и коллег. Однако непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублевские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью в миллионы долларов и спасти свой праздник до того, как часы пробьют полночь? Оставьте вы меня всех в покое. Я хочу встретить хоть раз в жизни Новый год спокойно. Можно? Дамы и господа, мы вынуждены прервать сеанс из-за чрезвычайной ситуации. В Барвихе приземлился инопланетный корабль.
Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Ну что ж, вот такое новогоднее настроение с юмором. Все готовятся к Новому году, и хотелось бы показать вам такой вариант украшения дома или вашей елки. Гирлянды своими руками. Мягкие или из блестящих ленточек мы тут видим. В принципе, Можно сделать самим. Да, вот шишки из спрея просто покрасил, обсыпал чем-то блестящим. Засушенные апельсиновые дольки. Кстати, от них идет шикарный аромат. Флажки. Самое простое, наверное. Ну, смотря из чего сделано, из бумаги или из ткани, да? Да. Пуговки. Ну, это вот оригинально. Надо подобрать просто крупные. Пряники. Но это съедобные. Съедобные, конечно. Это имбирные прянички. Ты что? Как тебе? Какая идея так, нормально, понравилась? да. Как раз очень хороший досуг будет с ребенком. Сделать эти. Ну, я думаю, вы, значит, с сыном займетесь. Ну, а программа «Новый день» на сегодня с вами прощается. Русский блок передаем руль нашим Якутскому, да. коллегам.